На протяжении 500 лет комплекс Девлет-Сарай, он не только свидетельство нашей государственности, нашей учености, нашей истории, он еще и очень тонкое и такое даже, наверное, священное для нас место, потому что здесь, помимо того, что построены грандиозные сооружения, которые и сегодня впечатляют, удивляют, которые хочется рассматривать часами, здесь лежат люди, которые сыграли для нас очень важную роль, и сыграли это относительно недавно в нашей истории. Надгробие, которое вы видите, оно восстановлено. Восстановлено после депортации крымских татар, но оно стоит на месте могилы Исмаил-бея Гаспринского. То есть мы находимся на его могиле сейчас. Помимо Исмаил-бея, с ним были похоронены здесь его старший сын Рефат, его мать Фатма Султан, его отец Мустафа Гаспринский. То есть они выбрали, волей их было лежать здесь, в этом центре учености, лежать именно на этом кладбище. Исмаил-бей умер в 1914 году. Я для себя, честно говоря, Олеши айтма гунам йоком бельмиим, но я вот всегда думаю, слава богу, что он не дожил до 17-го года, вот до революции, потому что то, что сделали бы с ним, и то, что бы он увидел, его уже в возрасте просто бы, естественно бы, свело бы со свету. И он бы это еще все и застал бы. На похороны приехало колоссальное количество народу. Если вы когда-нибудь задумывались о масштабе личности Гаспринского, то есть такая книжка «Каталог подарков Исмаилу Гаспринскому», каталог, сделанный как раз музеем, мемориальным музеем имени Исмаила Гаспринского, находящимся в типографии Терджиман. Это и Туркестан, это и Литва, это и Турецкая республика 2 ордена ему дала. Сам Абдуль-Хамид лично ему вручал. Во-первых, он, помимо всего прочего, он номинант на Нобелевскую премию мира. Масштаб этого человека, вот его всю жизнь будешь познавать и не познаешь. Со всего света ему посылали дорогие подарки, с ним консультировались. В маленьком городе, в ущелье, в Бахчисарае вырастил себя как личность так, вырастил вокруг себя таких людей. И есть фотография с его похорон, где толпа такая, я не знаю, как они поместились вот вообще в улице старого города. Его похоронили здесь. После возвращения крымских татар, естественно, здесь не было ничего. Здесь был пустырь, монастырь. Вот монастырь вот здесь. Собрали всех стариков, уроженцев Солочака. Их тогда было много. Были те, кто в 30-летнем возрасте, в 20-летнем возрасте отсюда был выселен. И максимально, насколько могли, воссоздали надгробие на том месте, где оно было. Потому что есть фотография этого надгробия. К сожалению, надгробие родителей Гаспринского, сына, этого уже всего воссоздать не удалось. Может быть, когда-то удастся. И, видимо, вот именно по вот этой линии проходят стены бывшего тут некогда дворца Девлет-Сарая. Если когда-то здесь будет внятная археологическая работа, возможно, фундаменты найдут.